Вы смотрите новости на канале Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И коротко о главных темах к этому часу. Глава республики Айсан Николаев с рабочим визитом находится в Нерюнгринском районе. Актуальные цифры о ситуации с коронавирусом в Якутии озвучены на ежедневном брифинге оперативного штаба. Коллекция якутского бренда на столичном подиуме. В Москве открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week. Свой рабочий визит в Нерюнгринский район глава республики начал с посещения медицинских учреждений. Даже в условиях режима повышенной готовности и увеличившейся нагрузки на медицину не прекращается процесс перезагрузки системы здравоохранения. С начала 2020 года Минздрав Якутии закупил для Нерюнгринской центральной районной больницы современное медицинское оборудование на сумму 69 миллионов 400 тысяч рублей. Помимо аппарата МРТ и ангиографа закончилась установка оборудования телерадиоуправляемого рентгенодиагностического комплекса, аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов пациента, шприцевых насосов, электрических аспираторов, фибробронхоскопа для эффективного лечения легких при COVID-19, а также аппарата для определения газов в крови. Также продолжается плановая работа по капитальному ремонту и модернизации учреждений здравоохранения. За последние сутки в республике зарегистрировано 176 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб Якутии. Из них 117 случаев зарегистрировано в Якутске. А в Нюрбинском районе 10 случаев заболевания, в Амгинском, Мегино-Кангаласском и Верхоянском районах по 5 случаев. Остальные случаи зафиксированы практически во всех районах республики. Подтверждено 2 летальных исхода. Лаборатории Якутии за сутки провели 5707 исследований на коронавирус. На настоящий момент ПЦР-лаборатории дальше продолжают работать при непосредственно смене практически круглосуточной. 4 смены работают, 3 смены работают, и 1 смена непосредственно уже осуществляет полный контроль затем и, соответственно, дезинфекцию помещений. Сегодня в нашей республике нам необходимо понять на то, что постоянно находиться в таком состоянии ограничений в том числе для лиц пожилого возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, достаточно сложно. Поэтому наша задача сейчас создать все безопасные санитарные условия. Магазины наши должны быть безопасны, школы, театры, клубы, детские сады непосредственно безопасны для того, чтобы минимизировать именно распространение инфекции. Согласно поручению главы республики, Нерюнгринским оперштабом был рассмотрен вопрос продления осенних каникул в общеобразовательных учреждениях до 2 недель. По результатам мониторинга управления образования совместно с Роспотребнадзором и здравоохранением района выявлено, что значительных вспышек заболевания коронавирусной инфекцией среди детского населения не отмечается. На сегодняшний день в Нерюнгри зафиксировано 22 случая заболевания несовершеннолетних. В связи с этим принято решение оставить сроки проведения каникул согласно календарным графикам, которые были утверждены в каждом образовательном учреждении. Во время каникул школам рекомендовано проводить внеурочную деятельность. Школьники смогут встретиться в очном формате для защиты и оценки результатов проектной деятельности, хореографии, вокале и других видах внеурочных занятий. Мы знаем, что у нас год предстоит длинный учебный год, где также бывают у нас профилактические мероприятия, где приходилось нам по ОРВИ школы отправлять на карантинные мероприятия, на каникулы дополнительные. Поэтому все-таки не забываем о том, что главная задача любого образовательного учреждения – это, конечно же, прохождение образовательного стандарта. Поэтому каникулы, когда они будут необходимы, мы будем, конечно же, их количество увеличивать. В больницах региона все еще можно получить вакцину от гриппа, но прививочная кампания подходит к концу. В Ленском районе за 2 месяца вакцину получили 19 тысяч человек. Ежедневно врачи рассказывают пациентам, почему важно прививаться от гриппа. Их усилия и опасения людей заболеть 2 инфекциями сразу, гриппом и коронавирусом, заставили ленчан охотнее идти в медкабинет. В этом году специалисты говорят о 100% охвате всех возрастных категорий. Подробности далее в нашем сюжете. Вот в этом холодильнике у нас хранится вакцина от гриппа для взрослого населения. Значит, пришло 2 вида вакцины: Савигрипп и Флю-М.
Вот. Всего пришло 11 600 доз вакцины для взрослого населения. В поликлинике эти запасы вакцины уже в остатках. Прививочная кампания началась почти 2 месяца назад. За это время в Ленском районе привились все 100% от плановой цифры. От гриппа уже защищены 19 тысяч ленчан. Есть люди, конечно, которые отказываются, да, но в целом население сейчас именно хочет прививаться. То есть желание есть, люди идут. И получается сейчас самый тот момент, когда надо обязательно всем привиться, потому что во время вспышки коронавирусной инфекции, да, то есть грипп еще никто не отменял, то есть возможно заболеть сразу 2 тяжелыми инфекциями, это очень тяжело будет. Большую сознательность в этом году проявили пожилые граждане, отмечают медики. Люди преклонного возраста прививались в числе первых. С начала сентября прививки от гриппа ставили в образовательных учреждениях, школах и садиках. Охватили почти 7,5 тысяч детей. Сегодня, когда в районе идет сезонный рост ОРВИ, поголовная вакцинация помогает работать в обычном режиме. Родители бывает, что отказываются от прививок, но у нас есть иммунологическая комиссия, которая работает в составе врачебной комиссии. Да, разговариваем, убеждаем. Есть, которые идут на встречу и прививают своих деток против гриппа. Прививать детей от гриппа начинают с 6 месяцев, но не стоит думать, что младенцы не подвержены вирусной инфекции. Если в доме есть маленький ребенок, от гриппа должна быть привита вся семья. Сегодня ленские врачи говорят о 100% охвате вакцинации всех запланированных возрастных категорий. Но это не значит, что прививку от гриппа поставил каждый. Важно, что те, кто привился, создают ту устойчивую к вирусу прослойку, которая при распространении инфекции поможет сдержать темпы болезни и защитить даже тех, кто до сих пор отказывается от вакцинации. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». В Амгинском районе в результате ДТП погиб пассажир. Столкновение произошло на 18-м километре автодороги Амга-Оннёс. Так, по предварительным данным, автомобиль Toyota Fielder, следуя из села Амга с одним пассажиром, в конце подъема совершил столкновение с автомашиной Toyota Ipsum, двигающейся по встречной. В результате один из пассажиров скончался до приезда скорой помощи. Остальные доставлены и госпитализированы в Амгинскую центральную районную больницу. Предполагается, что причинами аварии могли послужить недостаточно видимый участок автодороги, а также обильный снегопад. Все причины и обстоятельства ДТП выясняются. После осмотра одному поставили состояние тяжелое. Это девушка 19 лет, которая в данное время сейчас по санитарной авиации нейрохирург приехал, и сейчас вот проводится операция. Второй пострадавший это мужчина 47 лет. В данное время проводим диагностическую и инструментальное исследование, где вот после телемедицинской консультации проведем дальнейший ход обследования и лечения. Две женщины, они рекомендовали им амбулаторное лечение из-за того, что особых таких повреждений органов не было. 21 октября состоялось открытое заседание Конституционного суда Республики о проверке конституционности отдельных положений приказа Министерства труда и социального развития Якутии, устанавливающих условия компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. А именно вот такой момент. Работнику организации, членам его семьи компенсируется стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно при условии нахождения в промежуточных пунктах маршрута следования к месту использования отпуска и обратно не более 5 суток для каждого населенного пункта, кроме городов Москва и Якутск. Итоговое решение Конституционного суда Республики по настоящему делу будет оглашено публично 18 ноября. В Москве открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week. Из-за пандемии коронавируса показы этого сезона из манежа перенесли на индивидуальные площадки с онлайн-трансляциями. На показе новой коллекции бренда «Ого» побывала Туяра Константинова. Международным событием в области моды называют Mercedes-Benz Fashion Week в России. Показы первой цифровой недели моды освещают более 1000 изданий из 56 стран мира. Новая ковидная реальность дала возможность экспериментировать с форматом недели моды. В этом сезоне показ новой коллекции бренда «Ого» якутского дизайнера Марии Савиной поддерживала онлайн-активность в соцсетях по всему миру в режиме реального времени.
В своей новой коллекции я исследовала цифровое кочевничество с точки зрения утери культурных корней, когда человек ассимилируется и перестает думать о том, откуда он произошел, да, какие у него корни. Он превращается в человека мира, такого без истории какой-то. И я хотела в своей коллекции это исследовать и показать, что традиционная культура, она может вплетаться в современность и быть более такой современной, и она, не перестает развиваться. В новой коллекции «Ого» Мария Савина напоминает о проблеме загрязнения окружающей среды через эстетику севера и ретро-футуризма. Я посещаю Mercedes-Benz уже в 3-й раз, и мне кажется, что с каждым годом коллекция «Ого» просто дает самый настоящий урок. Понравилось то, что много элементов национальной якутской культуры, все это сопровождается минималистичными образами в светлых оттенках. Сейчас минимализм именно является в тренде по всей индустрии моды, это мне безумно понравилось. И все это сопровождается сложными фактурами в одежде. Скажите, пожалуйста, это можно носить? Конечно, можно носить. Потому что, вот видите, что вещь сама по себе характерная по фактуре, но именно из-за того, что светлые оттенки, более такие спокойные, приземленные, поэтому мне кажется, что такие вещи можно носить, выделяться и, конечно же, привнести в свой повседневный гардероб. Марка «Ого» призывает к пересмотру культуры потребления. В коллекции использованы винтажные материалы, остатки тканей из прошлых коллекций, визуализируя, насколько много отходов производит даже небольшое производство и как можно пересмотреть подходы к моде прет-а-порте. Также в этой коллекции я использовала технику апсайклинг, когда берешь какие-то старые вещи, старые ткани. Я искала на барахолках какие-то скатерти, какие-то ковры и делала из них новые вещи, то есть давала жизнь старым вещам. И я хотела показать, что можно производить меньше мусора, так как на данном этапе нашего развития это важно переходить к каким-то более осознанному потреблению и, в принципе, думать об экологии. Первая виртуальная неделя моды объединила дизайнеров из 6 географических точек – Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Джакарты и Якутска. Свои коллекции представят не только российские бренды, но и модельеры из Аргентины, Великобритании, Перу и США. Туяр Константинова, Джор Березкин, Константин Сыромятников, Москва. К этому часу пока все новости. Еще больше информации вы найдете на наших официальных сайтах jak24.ru и nvk-online.ru. Берегите себя, не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию. До встречи в эфире.